Я точно помню, что была четкая договоренность, никаких изменений в Конституцию. Это была инициатива, поддержанная всем обществом. Каким образом там то, что должно быть в первой части, попало во вторую часть, потом в переходных положениях, то есть перевернули с ног на голову, я не знаю. Там вопрос, да, это вопрос там ответственности секретариата и так далее. Но я точно помню, что такое закон. Закон — это не то, что прежде всего на бумаге написано, а это общественная договоренность. И тогда была четкая общественная договоренность всех членов Конституционного совещания, поддержанная всем обществом, что никаких изменений Конституции до 2020 года. Поэтому главная наша задача — это не втягиваться вообще в какие-то дискуссии и останавливать этот процесс, собирать конституционное совещание. И у нас есть 4 года до исхода деятельности 6-го сосыва для того, чтобы прийти к общественному консенсусу. Потому что если сейчас мы начнем, вот сейчас постараемся быстро это сделать, вот даже вот мы втроем, вот Адахам Кимсанбаевич, вот Бек Халбекович, у нас будут 3 совершенно разные мнения, да, и будет это раздрай. Но в течение 4 лет, я считаю, мы можем прийти к этому согласию. И поэтому, то есть создание Конституционного совещания — это не прерогатива власти, это прерогатива общества. Мы сами можем это сделать. А то, что касается вот этих изменений Конституции, там даже не надо заглядывать вот в это там в баланс власти, там то, что судебную систему загнать. Первую страницу читайте, да, нас всех загонят под ноготь. Серьезно говорю, потому что приравняли все ценности. Даже вот этот закон о переустройстве в центре города, да, они подойдут, скажут: отдавай свое имущество, да, а он скажет: в интересах экономического благосостояния, да, мы у тебя его забираем, да. Какое право собственности, какое право на жизнь? Право на жизнь у нас в одном ряду с экономическим благосостоянием. То есть достаточно вот этой первой страницы, чтобы понять, что просто там Атамбаев сошел с ума, наверное. Я не знаю, как это еще назвать. Это полное безумие, мне кажется. Да. Поэтому я предлагаю здесь не втягиваться в эти дискуссии, да, потому что это всегда, это наше любое мероприятие, мы и поругаться успеем, короче, и раздрай начнется, да. Поэтому я считаю, первое, это как остановить этот референдум, не дать ему реализоваться, как потом, и давайте, как мы продумаем работу нашего конституционного совещания. Потому что надо приходить к какому-то консенсусу. В этом конституционном совещании должны быть юристы, философы, политологи. Ну как вот, как нам надо договориться о представительстве, о нормах представительства, о количестве этого конституционного совещания. Я думаю, вот этот процесс надо начать вот именно сейчас.